В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Актуальной темой. В правительстве состоялось заседание, на котором рассмотрелись законопроекты. Каких изменений ждать жителям республики? Успехи на фронте. До того места, где сегодня пулеметчика сняли. Они на нас выпали. На Маринском направлении бойцы полка специального назначения «Север Ахмат» ведут наступательные действия на позиции противника. Живительная влага. Вот эта труба, она нам обеспечит бесперебойную подачу воды. В рамках проекта «Чистая вода» идет работа по замене старых водопроводных труб в 5 населенных пунктах. Сколько всего километров планируется обновить? Более 20 проектов постановления вынесли на повестку в ходе заседания в правительстве региона под председательством премьер-министра Муслима Хучиева. Они касались социально-экономического развития региона, вопросов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей оздоровительной кампании, развития энергетического комплекса и дорожной отрасли. Все доклады были выслушаны и приняты единогласно. Согласно информации, предоставленной Управлением Росреестра по Чеченской Республике, средний удельный показатель кадастровой стоимости участка не превышает среднюю кадастровую стоимость по Гудермирскому муниципальному району. Принятие проекта постановления не требует выделения из бюджета Чеченской Республики финансовых средств. Перевод данного земельного участка согласован с главой Чеченской Республики в реестре 221 позиции. Прошу поддержать. Полк специального назначения «Север Ахмат» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Министерства обороны России ведет боевые действия на Мариновском направлении. Задача бойцов, обработав местность, уничтожить укрепленные позиции противника. Лейла Муртазова с подробностями. В целях безопасности полк специального назначения «Север Ахмат» передвигается в ночное время. Днем любая ротация рискована. Перед военнослужащими стоят четкие задачи, которые нужно решать. Руководящий состав на ответственном участке отрабатывает план дальнейших действий. Мы каждый день наступаем. Почему ночью? Ночью, потому что безопасно, ночью, потому что днем, как вы сказали, в основном работают эти камикадзе. В связи с этим, чтобы безопасно подвинуться, и мы ночью, и они все, любой военный, он передвигается только в сумерках, потому что это самое безопасное. В Маринке бойцы отработали по опорному пункту противника, в котором находился и вражеский офицерский состав, где, по данным разведки, наблюдалось постоянное скопление людей и движения. Оттуда запускались и дроны. Весь этот процесс сопровождается сложнейшими боями за каждый метр земли. Враг тщательно обороняется, и подразделению необходимо миновать снайперские и пулеметные точки, не допустив при этом потерь личного состава. Точно, мы сейчас работаем по группам пехоты, по командным пунктам, разведка докладывает нам о целях, о движениях в этих укрытиях, откуда это представляется возможным. Конечно, ответка сразу же не заставляет себя долго ждать. Также ПВОшники рассказали, что авиация в этот населенный пункт летает крайне редко, так как у нас много противовоздушных оборонительных точек, и любые попытки противника моментально пресекаются. Лёты противника вылетели, получается, с западного направления. Мы успели отреагировать, сразу взвели, все, труба исправна. Цель захвачена, пуск произведен, но ракета ушла за тепловой ловушкой. Но они знают тоже, что мы здесь, они так нагло не летают. Снайперы спецполка «Север Ахмат» на линии фронта также показывают хорошие результаты. Их слаженная работа способствует общему продвижению войск. Снял, пулеметчика и по нему работает, засекли его. Он сейчас поменяет позицию там. Когда снайперы засекают, он меняет позицию. Здесь же ведут наблюдение за обходными маршрутами вокруг населенного пункта, в ходе которого обнаружили подозрительный автотранспорт, стоящий на дороге. Обеспечивается прикрытие для штурмовых отрядов. Это, скорее всего, дорога там ведет в сторону обходной Маринки.
Я так понял. Но за какой машина там стоит, непонятно. То ли сломался, то ли что-то такое. Но там передвижение бывает, но очень редко. Очень редко. Я так думаю, скоро он пожалеет, что там стоял. Обычно бывает, что они сзади с полосой ездят. И то ночное время суток. Или рано утром, или поздно вечером. Днем постоянно работают дроны «Камикадзе». Перемещаться в это время небезопасно. Нужно сохранять дистанцию, двигаться быстро и идти знакомыми маршрутами. При обнаружении коптера противника бойцы точными выстрелами их обезвреживают. Наши дроны уже далеко могут улетать, поражать цели противника, живую силу. Техники, к сожалению, тут поблизости нигде нет. Она уже давно сюда не приезжает. Так же, как и машины. Вот, им приходится там по 3 километра пешком ходить до Маринки противнику. Поэтому по живой силе работаем, по подвалам, по норам, в которым они прячутся. Вести наступательные действия в условиях городской среды крайне тяжело, особенно когда противник уже ожидает. Но несмотря на все трудности, спецназ «Север Ахмат» оперативно и профессионально справляется со всеми возложенными задачами, ежедневно приближая очередной день победы. Лейла Муртазова, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Командующий Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии России Сергей Захаров, а также группа офицеров посетили подразделения Росгвардии, дислоцированные в Чеченской Республике. Его рабочий визит начался с посещения Российского университета спецназа. Сопровождали гостя начальник регионального управления Росгвардии Шериф Длимханов и руководители РУСа Байбетер Вайханов. Командующий ознакомился с современной материально-технической базой и инфраструктурой объекта. Здесь же он пообщался со школьниками, проходящими военно-спортивную подготовку. Затем в 96-м полку оперативного назначения отдельная ордена Жукова бригады оперативного назначения состоялась встреча с вновь прибывшими военнослужащими, проходящими срочную службу. Сергей Захаров обратился к молодым людям с напутственными словами. Помогайте друг другу, делитесь впечатлениями, опытом, и все придет в норму. Мы все тут одна семья, а в семье ничего друг от друга не утаивают. Делятся своими проблемами, радостями. Поэтому пришел, сказал, и нет у нас ситуаций таких, чтобы нет выхода. Нету таких ситуаций в жизни. В ходе посещения регионального управления Росгвардии Сергей Захаров в торжественной обстановке вручил государственные награды. Указами президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, были награждены отличившиеся в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие и сотрудники ведомства. На очередном заседании Совета Федерации одобрил внесение изменений в статью 8 Федерального закона о рекламе. На рассмотрение документ представил член Комитета по экономической политике Сулейман Геремеев. По его словам, изменения касаются перечня сведений о продавце, обязательных для указания в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи. Теперь туда должны входить фамилия, имя, отчество и идентификационный номер налогоплательщика, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим налог на профессиональный доход. Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. Законом о рекламе установлены требования указывать сведения о продавцах в рекламе товаров при онлайн-торговле. Настоящим федеральным законом закрепляется такая обязанность и в отношении самозанятых граждан. Согласно федеральному закону, самозанятые граждане на период действия специального налогового режима налог на профессиональный доход должны будут в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи указывать фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика физического лица. Такая мера позволит повысить информированность потребителей на онлайн-торговых площадках. В Грозном проверяют наружные рекламы и информационные баннеры в соответствии с правилами их размещения. Рейдовые мероприятия проводят сотрудники мэрии столицы. В настоящее время идет мониторинг состояния информационных конструкций по всем улицам. Их собственники уведомлены о необходимости демонтажа вывесок, не соответствующих законодательству. Отмечу, что в текущем году уже демонтировано 470 рекламных установок.
Завершилось строительство еще одного объекта системы образования Чеченской Республики. В рамках поручения Рамзана Кадырова по улучшению условий реализации программ профессионального обучения на территории Государственного колледжа дизайна, моды и пищевой индустрии и сервиса весной текущего года были начаты строительные работы по возведению нового учебного корпуса. Здание отвечает всем современным требованиям. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Чтобы чистая вода бесперебойно поступала в каждый дом, ветхие коммуникации меняют на новые, которые полностью соответствуют современным стандартам. Работы по укладке водопровода идут в 5 населенных пунктах региона. Наталья Депутатова продолжит тему. Водопроводные трубы укладывают в вырытую заранее траншею глубиной около 2 метров. Для этого используют погрузочный кран. Рабочие с точностью до миллиметра стыкуют края. Работа непростая, требующая максимальной точности. Вот эта труба, она нам обеспечит бесперебойную подачу воды в 5 населенных пунктах. Это село Побединское, село Радужное, поселок Долинск, поселок Гонюшки и село Керлаюр. Усилиями рабочими и непосредственно поддержкой нашим главой Чеченской Республики у нас сейчас с водой проблемы вообще не будет. Трубы меняют в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Диаметр идущих от водозабора около полуметра. Они металлические, изнутри покрыты специальным раствором, для того, чтобы они не были подвержены влиянию коррозии. И чтобы вода не меняла свой вкус, проходя долгий путь до домов людей. Здесь проделана очень большая работа по прокладке этой трубопровода. Но сегодня мы видим только, как они работают по трубе, как они варят трубу. А так каждый день мы работаем, кроме погодных условиях. На этом участке от Самашкинского водозабора до развилки села Керлаюрт, это около 16 километров, трубы стальные, покрытые гидроизоляционной лентой. Швы стыкуются сваркой, а для большей прочности и водонепроницаемости место соединения обрабатывают битумом и еще раз изолируют. Задействовано в работе 8 единиц спецтехники и рабочие разных специальностей: водители, экскаваторщик, крановщик, сварщики и слесари. Техника, чая, гелщу, пока идет, тем начало трудный, потихоньку. Вода будет поступать из артезианских скважин, которых в этом районе республики 16, но для этой трубы хватит и 2 действующих. Расположены они на глубине 27 метров. Их уникальность в том, что уровень в них не опускается ниже отметки 7 метров от поверхности. Под землей в этом месте озеро, наполненное источником. Эта скважина на данный момент добывает воду 250 кубов в час. Нам на данный момент хватает этого объема. Без пока никаких вопросов нет. Благодаря скважинам и насосам новый трубопровод полностью обеспечит бесперебойным водоснабжением все заявленные населенные пункты. Самашкинский водозабор также полностью реставрируют. Несмотря на это, все насосы работают и подают воду пока еще в старую трубу до окончания реконструкции. Наталья Депутатова, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике приняли участие в акции «Помогать у нас в крови». Пожарные и спасатели понимают, насколько необходимы порой бывают пострадавшим людям кровь и препараты, изготовленные на основе донорской плазмы. Спасатели регулярно вносят свой вклад в банк крови на добровольных началах. В региональном управлении МЧС несут службу сотрудники, которые имеют звание «Почетный донор России». В Наурском муниципалитете провели плановое мероприятие по диспансеризации взрослого и детского населения. На территории Центральной районной больницы провели профилактические осмотры для всех желающих. Это ежегодное мероприятие. Здесь расположились диагностические лабораторные блоки и отдел узких специалистов, которые провели консультации. Я давно болею. Хронические у меня проблемы по кардиологии. Сегодня есть возможность пройти все это. Нет очередей. Очень хорошая организация приема больных. Все условия созданы. Хочется сказать большое спасибо организаторам, руководству больницы.
Сразу после вестей смотрите новый выпуск авторской программы Макки Исаковой «Анисташ». Вы познакомитесь с начальником отдела духовно-нравственного воспитания в Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства республики Исмаилом Банкуровым. Не пропустите. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.